Итак, друзья мои, о редких болезнях. Но редкие болезни на то и редкие, что они встречаются редко. И они часто ставят докторов в тупик, потому что симптомы могут быть поначалу сходными с чем-то обычным. Ну, ослабла рука, ослабла нога, усталость, потеря мышечной массы. Мало ли с чем это может быть связано. Или мы говорим о новорожденном ребенке. Да, потери мышечного тонуса или, наоборот, гипертонус, задержка в раннем развитии. Часто это педиатры поначалу интерпретируют как последствия аномально протекающей беременности или травмы гипоксии в родах. Но к таким случаям нужно проявлять большое внимание и все-таки не забывать иметь настороженность в отношении редких болезней. Потому что, ну, во-первых, многие болезни из редких болезней все-таки, не все, да, но многие имеют более или менее работающую терапию. Нескольким болезням повезло, для них даже разработана генная терапия. И чем раньше мы диагностируем, тем лучше у пациента шанс или выздороветь в результате генной терапии, или получить соответствующую поддержку и сохранить качество жизни на долгие годы. Ну или, по крайней мере, получить правильный диагноз и правильную поддержку, если заболевание некурабельно. На что нужно обращать внимание? Ну, здесь придется поделить все-таки пациентов и болезни на категории. Давайте начнем с редких болезней, которые проявляются в периоде новорожденности. Когда нужно задуматься о том, что да, нужно сделать генетику на предмет редкой болезни. А ребенок родился с пониженным или с повышенным весом. Ребенок имел проблемы с дыханием, с глотанием, с кормлением, с пониженным или повышенным мышечным тонусом сразу после родов. Ребенок имеет аномальный запах, ванильный запах, сырный запах, что может указывать на врожденные болезни метаболизма. Ребенок не имел истории серьезного повреждения во время беременности или родов, то есть гипоксии не было, кардиотокография была нормальная, Апгар вроде бы поставили нормальный, по шкале Апгар ребенок был оценен неплохо, а раннее развитие идет неправильно, ребенок задерживается в развитии. Недостаточная прибавка массы тела или, наоборот, избыточная прибавка массы тела. Вот это должно навести на мысли о том, что следует исключить орфанные заболевания. Орфанные – это редкие заболевания. Ближе к 12 годам на что мы должны обратить внимание? Нет ли задержки развития, которая появилась к 12 месяцам после нормального раннего развития или на втором-третьем году жизни? Это бывает при редких заболеваниях, в основном связанных с нейроразвитием и они часто сочетаются с аутистическими чертами. На что нужно обращать внимание? Ребенок в 12 месяцев не имеет указательного жеста или имел, но утратил его на втором году. Ребенок не поддерживает глазной контакт. Ребенок не развивает социальную коммуникацию. Или были первые попытки коммуникации, ребенок смотрел в глаза, отвечал улыбкой на улыбку, и вдруг это куда-то делось. У ребенка появились повторяющиеся движения. У ребенка напряглись мышцы в ногах, он стал ходить на носочках. У ребенка появилась гипервозбудимость. У ребенка появился отказ от пищи. У ребенка появились спонтанные эпизоды рвоты. И это, кстати, тоже очень актуально для детей первых месяцев жизни. Спонтанные эпизоды рвоты часто сопровождают что? Болезни метаболизма. Здесь тоже нужно пойти к докторам и попросить обследования на предмет орфанной генетической болезни. Для детей старшего возраста и взрослых на что нужно обращать внимание? Нарушение, ухудшение ходьбы, координации движений, концентрации внимания. Задержки развития, да, с регрессом речевого развития, психического развития, коммуникативного, социального поведения
позднее, после 4 или после 6 лет. Это должно быть знаком для обследования на орфанной болезни. А, Истончение, необъяснимое похудание мышц, слабость в мышцах конечностей или, наоборот, напряжение, спастичность, препятствующая нормальным движениям, или потеря координации, или тремор. На это также нужно обращать внимание. Это тоже может быть орфанным заболеванием. У взрослого человека, да, это может выглядеть как ранний дебют, например, болезни Паркинсона. Но быть вовсе не болезнью Паркинсона, а быть просто вторичным паркинсонизмом в структуре какой-то орфанной болезни. Какие исследования обычно предлагаются в таких ситуациях? При подозрении на болезни метаболизма, это, естественно, исследование метаболитов, связанных с чем? Ацетилкарнитины, жирные кислоты, органические кислоты, аминокислоты, моча, кровь и, если нужно, другие виды биоматериала, вплоть до биоптатов. Когда мы говорим о генетическом поиске подтверждения диагноза, это, как правило, медико-генетические исследования. Поймите, что генетическая информация, как и компьютерная информация, имеет свои размеры. Да, только она измеряется не в байтах, а в базах. База, килобаза, мегабаза, гигабаза. И секвенирование экзома – это популярный сейчас продукт, предлагаемый многими генетическими лабораториями. Это все-таки исследование, которое позволяет найти мутации размером от 10 мегабаз и меньше. Крупные хромосомные аномалии, которые включают много генов сразу, большой фрагмент хромосомы, это все-таки либо хромосомный микроматричный анализ, либо секвенирование числа вариантов копий, секвенирование ЦНВ, более достоверный метод, который позволяет найти от очень маленьких до очень больших хромосомных аномалий. К сожалению, часто доктора делают ошибки, они смотрят либо делают либо только поиск числа вариантов копий для хромосомных аномалий, либо только секвенирование экзома. Правильно это комбинировать, либо сразу делать секвенирование генома, который видит и то, и другое. Я бы предложил посмотреть наше видео, в котором мы рассказываем о генетических исследованиях, когда, что и как делать чуть-чуть более подробно.